Высшее партийное руководство Якутии в тяжелое военное время в 1942 году приняло решение переселить в принудительном порядке 41 колхоз Чурапчинского района в Северные Улусы для добычи промысловых рыб. Так началась одна из самых скорбных страниц в истории Якутии — Чурапчинская трагедия. В конце 30-х, в начале 40-х годов в центральных районах Якутии началась большая засуха. И эта засуха коснулась почти всех земледельческих и животноводческих районов Якутии. И положение у населения усугубляли тяготы и страдания, связанные с началом Великой Отечественной войны. И в связи с тяжелым продовольственным положением в стране и на фронте руководство страны приняло постановление в 1942 году о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока. Согласно этому постановлению было решено переселить 41 колхоз Чурапчинского района в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. Таким образом, было переселено около 5000 человек, точнее 4988 человек, в том числе 990 детей. В основном это были, конечно же, старики, женщины и дети. Каждому переселенцу было положено взять с собой не более 16 килограммов груза, в том числе и продуктов питания. И переселение проходило в зимние месяцы, в конце октября 1942 года, когда уже наступили морозы, холода, когда уже лежал снег. И вот на таких телегах грузили людей и везли до Нижнего Бестяха. Ехали несколько суток. И люди под открытым небом находились в течение 2-3 недель. Затем их погружали на баржи или другие суда, которые просто не были приспособлены для перевозки людей. Поэтому очень многие умерли в дороге. А тех уцелевших высаживали иногда где попало, даже на пустынных берегах, где их никто не встречал. Не было подготовлено для людей ни жилья, ни продуктов питания, ни самых первых необходимых предметов для существования. И таким образом из-за плохих организационных мер, из-за плохих условий проживания, из-за плохих условий труда, от голода и непосильной работы очень многие умерли. Погибло около 2000 человек. И спустя 3 года новое советское партийное руководство Якутии при ходатайстве первого секретаря обкома КПСС Ильи Егоровича Винокурова приняли решение вернуть переселенцев обратно на родину. Но вернулось всего 1108 человек. И несмотря на все страдания и тяготы, чурапчинские переселенцы, колхозники внесли огромный вклад, большой вклад в дело общей победы. Здесь у нас на выставке, на стенде показаны фотографии, личные вещи, письма, документы участников чурапчинского переселения. Можете ознакомиться поближе, посмотреть.